Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата 3 миллиона рублей, с легкими 1 миллион рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей. Единовременная выплата участникам специальной военной операции, получившим инвалидность из-за ранения, составит 4 миллиона рублей, следует из указа президента России Владимира Путина. К тяжелым травмам относятся в том числе проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, закрытые травмы органов грудной полости, переломы костей таза и множественные переломы ребер, а также ампутация плеча, бедра, голени на любом уровне, кисти и стопы. К легким ранениям относятся закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей и запястья, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, травмы мягких тканей. Также из указа президента следует, что в случае, если увечье, повлекшее за собой инвалидность, было получено до даты вступления в силу этого указа, то единовременная выплата также будет производиться. Ее будет выплачивать Государственный фонд «Защитники Отечества». До вступления в силу указа президента была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО 3 миллиона рублей, за гибель 5 миллионов рублей. Введен запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола. Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах – Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии – отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В 8 установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, например, в Испании с 12 лет, в Бельгии с 16. Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж, уточнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, с 1993 года иностранцы усыновили более 100 тысяч детей из России. Дешево и сердито. Насколько реально падение цен на вторичном рынке жилья? Россиян, способных потянуть ежемесячный платеж по растущей рыночной ставке, становится все меньше, пояснила старший директор группы рейтингов финансовых институтов аналитического кредитного рейтингового агентства Ирина Носова. Именно это и стало, по ее мнению, основной причиной спада на рынке недвижимости. По состоянию на 1 ноября 2024 года ставки по ипотечным кредитам в России остаются на высоком уровне. Средняя рыночная ставка на вторичное жилье уже превышает 23%, что заметно дороже по сравнению с предыдущими периодами. Это изменение связано с постоянным повышением ключевой ставки Центрального банка, которая 25 октября достигла 21%, вынуждая банки скорректировать свои ипотечные программы, чтобы компенсировать рост стоимости заемных средств. Пик роста ставок по ипотеке пришелся на вторую половину года, достигнув в октябре в ряде банков минимума на уровне 24% по рыночным ипотекам на новостройки и готовое жилье. К тому же в октябре и ноябре банки ужесточили условия, убрав многие льготные предложения с низкими ставками и тем самым ограничив доступ к более доступным ипотечным программам. Тенденция к дальнейшему росту ставок по ипотеке может сохраняться до конца года, отметила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Снижение ставок ожидается не раньше 2025 года, в зависимости от того, начнет ли Центробанк смягчение денежно-кредитной политики и снизит ли ключевую ставку в ответ на стабилизацию экономической ситуации. Когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году? Если вы хотите получить больше отпускных, то в 2025 году лучше оформить отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В эти месяцы стоимость рабочего дня ниже, а вот отпускные могут быть больше. Если же вам хочется побольше отдохнуть, то и оформлять отпуск в 2025 году нужно в месяцы, в которых много праздничных дней. Если нужно больше денег, то больше всего рабочих дней в 2025 году будет в июле и октябре, по 23 рабочих дня.
по 22 дня в апреле, сентябре и в декабре. Отпускные же порой больше, чем стоимость рабочего дня в месяцах с большим количеством рабочих дней. Обратите внимание, что это правило работает только в том случае, если за 12 месяцев до отпуска у вас были премии или другие расчетные выплаты и не было длительных больничных. Если нужно больше выходных дней, то наибольшее количество отпускных дней в 2025 году можно получить в месяце, когда есть государственные праздники. Это январь и май. Например, если взять отпуск на 2 дня с 9 по 10 января, то вместе с 8 днями новогодних каникул вы отдохнете 12 дней, а вместе с выходными в декабре 2024 года получается и вовсе 15 дней, плюс 29 и 31 декабря. Если в мае оформить отпуск с 5 по 7 число, то в сумме вы сможете отдохнуть 11 дней. С 1 по 4 мая в праздники, с 5 по 7 в отпуске, с 8 по 9 в праздники и с 10 по 11 в обычные выходные дни. Важно! Еще один способ увеличить размер отпускных – оформлять отдых на календарные выходные, а не на праздничные дни. За эти дни деньги вам выплатят, а в зарплате они не учитываются. По этой же причине брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни, а вот в конце месяца не стоит. Это ударит по отпускным. Поэтому, взяв отпуск в начале мая, можно получить двойную выгоду – увеличить размер как и отпуска, так и отпускных. Нерабочие праздничные дни, которые выпадают на время ежегодно оплачиваемого отпуска, в число календарных дней такого отпуска не включаются. Праздничные дни в 2025 году с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-9 мая, 12 июня и 4 ноября. Если один из дней вашего отпуска попадает на один из этих дней, то отпуск увеличивается. Обратите внимание, что это не касается дней переносов. Например, в 2025 году 8 марта суббота, так как этот день в любом случае был бы выходным, его перенесли на 13 июня. Поэтому если ваш отпуск выпадает на 13 июня, то это не увеличивает ваш отпуск на один день, так как 13 июня это не праздничный день, а перенос с праздничного дня. Единая Россия дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости». Партийная акция «Коробка храбрости» проводится Единой Россией уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране. Ежегодно количество людей, готовых поддержать партийную коробку храбрости, увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награды за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести все, что может порадовать детей. Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры. Специальные боксы сторонники партии установят в общественных местах. Также подарки можно приносить в местные региональные отделения штаба общественной поддержки «Единая Россия». По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке. В боксы можно положить конструкторы, небольшие наборы, куклы, машинки, детские книжки, раскраски, фломастеры, карандаши и краски, наборы для творчества. В «Единой России» напомнили, что эта ежегодная акция стала доброй традицией сторонников партии. Она проводится в рамках народной программы партии и направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах. В 2023 году собрали более 350 тысяч подарков. В Инте пополнить коробку храбрости можно в отделении партии «Единая Россия» по адресу улица Мира, дом 26. Россияне смогут узаконить перепланировку квартир без суда. Планируется, что механизм будет одобрен Советом Федерации до 30 декабря 2024 года. По словам вице-премьера России Дмитрия Григоренко, который курирует этот проект, задача правительства сделать процедуру согласования такой, чтобы владелец квартиры понимал, что ему проще согласовать перепланировку с надзорным органом, чем потом столкнуться со штрафами и предписаниями на устранение. Процедура станет понятнее и быстрее. Он объяснил, что при реализации внесудебного механизма узаконивания значительно сократится появление новых самовольных переустройств. Также удастся вывести из серой зоны по всей стране значительную часть уже совершенных незаконных перепланировок. Напомним, что с 2022 года услугу согласования перепланировки можно получить на портале Госуслуги. Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, свидетельствуют данные сервиса Global Check. Согласно данным платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Тем не менее, многие пользователи сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через Wi-Fi соединение. Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах. При попытке перехода на сайт браузер уведомляет
об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава Комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В августе Роскомнадзор сообщил, что основания для принятия мер в отношении YouTube – неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. В октябре Хинштейн заявил агентству, что блокировка YouTube в России не происходит. В Госдуме хотят отменить 6-дневную рабочую неделю перед Новым годом. Региональным властям намерены дать право самим решать, будет ли 28 декабря рабочим днем. Согласно утвержденному производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет 6 рабочих дней, так как выходной с субботы 28 декабря перенесли на понедельник 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд с 29 декабря по 8 января. Парламентарии обратились к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя 6-дневной, то есть сделать субботу 28 декабря выходным днем. Депутат Станислав Наумов считает, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране. При этом он подчеркнул, что есть сферы, где 6-й рабочий день недели является необходимостью. В пример политик привел пищевую промышленность. Но там, где можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе, в дом отдыха, на природу, это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый 2025 год, заявил он. В Коми оленеводам выделят субсидии на покупку квадрокоптеров. С 2025 года по линии Министерства Дальнего Востока и Арктики в целях развития коренных малочисленных народов Севера планируется государственная поддержка оленеводческим хозяйствам республики, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность в арктической зоне. Поддержка будет направлена на приобретение транспортных средств, летательных аппаратов, квадрокоптеров и строительство производственных баз. На 2025-2027 года поддержка составит около 300 миллионов рублей, в том числе за счет федеральных средств 237 миллионов рублей. Достаточно значимая поддержка для развития оленеводства позволит увидеть в ближайший период новые достойные результаты в традиционной хозяйственной деятельности, отметила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин. В то же время невостребованы оказались меры поддержки в виде предоставления субсидий на строительство кораллей. Суммы перераспределят на другие направления. В Коми вырастут размеры пособий и соцвыплат. Как рассказала на совещании в Государственном совете Коми 13 ноября заместитель председателя правительства, министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова, в республике множество мер поддержек получают многодетные семьи. Например, им ежемесячно выплачивают компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособие на оплату проезда. Семьи с семью и более детьми могут получить около 2 миллионов рублей на покупку машины или снегохода. 1 сентября этого года заработала новая мера поддержки. Дети из многодетных семей стали бесплатно получать горячее питание в школах 1 раз в день. Реализация этих мер позволила увеличить количество многодетных семей. Если в 2023 году в республике жили более 11 тысяч многодетных семей, то в 2024 эта цифра достигла показателя в 12,5 тысяч. Рост произошел за счет того, что статус многодетных получили семьи со взрослыми детьми, которые не закончили обучение в СУЗах и вузах. Министерство нацелено как на увеличение многодетных семей в регионе, так и на повышение рождаемости в целом. В Коми действует пакет мер, направленный на это. Например, выплаты беременным на приобретение продуктов питания, выдача регионального и федерального семейного капитала, выдача подарков новорожденным. Екатерина Грибкова подчеркнула, что работа по поддержке семей будет продолжена по региональному проекту нового нацпроекта «Семья». На эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Кроме того, в 2025 году в республике на 4% проиндексируют все республиканские ежемесячные выплаты и компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На это предусмотрено более 150 миллионов рублей. Как сообщил глава Минтруда, для нас установлен критерий – суммарный коэффициент рождаемости. Это количество детей, которые рожает одна женщина детородного возраста. Для республики этот коэффициент равен 1,56. Сегодня Коми находится на первом месте в Северо-Западном федеральном округе по этому показателю. Одна из задач социальной поддержки семей – повышение рождаемости. К 2030 году коэффициент рождаемости планируют поднять до 1,63.
Минимальный размер взноса на капремонт в Коми с 1 января 2025 года будет проиндексирован на уровень инфляции. Текущий размер взноса позволяет ремонтировать только треть домов от запланированных. В Минстрое Коми напомнили, что экономически обоснованный размер взноса в Коми составляет от 28 до 67 рублей за квадратный метр в зависимости от муниципального образования. Чтобы не уменьшать набранных темпов капремонта в связи с ростом цен на строительные материалы, минимальный взнос необходимо повысить. Постановлением правительства Республики Коми минимальный взнос на 2025 год установлен от 13 рублей 80 копеек до 16 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр. Таким образом, увеличение с 1 января составит от 80 до 95 копеек за квадратный метр. Напомним, капитальный ремонт выполняется за счет средств взносов собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в программу. Для выполнения всех запланированных программой работ необходимо поэтапное доведение минимального размера взноса до экономически обоснованного, с учетом соблюдения требований его доступности. Долгое время взнос в Коми был самый низкий в стране – от 2 до 3 рублей. При этом по капитальному ремонту до 2059 года подлежат более 50 тысяч конструктивов в более чем 6 тысячах многоквартирных домов. Это лифты, фасады, крыши, фундаменты, подвалы, внутренние инженерные системы, электро-, тепло-, водо-, газоснабжение и водоотведение. До конца 2025 года должны быть отремонтированы более 14 тысяч конструктивов, почти 3 тысяч многоквартирных домов. Для исполнения всех запланированных работ ежегодно необходимо не менее 5,5 миллиарда рублей. Установленный же размер взноса обеспечивает с 2019 года выполнение работ лишь на 1/3. Нарушения со стороны работников РЖД по факту схода вагона в Инте не выявлены. Госжилдорнадзор обнародовал аналитические материалы по безопасности движения поездов на железнодорожном транспорте Российской Федерации в 2024 году. Нарушения требований, которые могли послужить причиной допущенного 26 июня 2024 года на 1990 километре ПК-2 первого главного пути перегона Инта-1 угольный сход железнодорожного подвижного состава в пассажирском поезде номер 511 Воркута-Новороссийск в действиях работников РЖД не установлены. Напомним, 26 июня в 18:12 на 1990 километре ПК-2 перегона Инта-1 угольной северной железной дороги в пассажирском поезде номер 511 допущен сход 8 вагонов. В результате схода смертельно травмировано 3 человека, в том числе 1 ребенок. Было задержано 10 пассажирских поездов, 1 пригородный поезд и 3 грузовых поезда. Полный перерыв движения составил 2 часа 48 минут. Оказалось повреждено 6 пассажирских вагонов до степени исключения, 2 пассажирских вагона в объеме текущего ремонта, 100 метров железнодорожного пути и 1500 кубических метров насыпи. Причиной транспортного происшествия стали размывы паводковыми и ливневыми водами, которые привели к скоротечному увеличению объема поверхностного стока и их аккумуляции перед железнодорожной водопропускной трубой на 1990 километре ПК-6 с превышением ее водопропускной способности, подтоплению и последующей потере несущей способности железнодорожного земляного полотна. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. В каком случае хозяин может усыпить свое животное и оказывает ли такую услугу ветстанция Инты? По поводу эвтаназии. Есть определенный ряд причин, по которым мы усыпляем животных. Это онкологические, например, заболевания, хронические заболевания в терминальной стадии, например, сердечно-сосудистая недостаточность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность. Здоровых животных в законодательстве прописано, что усыплять запрещено. Есть ряд вопросов по поводу агрессивных собак или кошек. Например, вот домашние животные, часто звонят владельцы, что кошка начала себя вести агрессивно. Для начала нужно привести все равно животное на осмотр. Просто так агрессивное животное не становится. То есть есть определенный ряд показаний, почему животное стало агрессивным. Например, стресс затяжной, проблемы с вегетососудистой нервной системой, различные проблемы со здоровьем. Также не исключено, что может быть и бешенство, если животное не вакцинировано против данного заболевания. И на основании осмотра ветврач делает свое заключение, но агрессию ставит у нас только, если это собаки, кинолог или зоопсихолог, а если это кошки, то этим занимается фелинолог. Он непосредственно может сделать заключение, что животное стало агрессивным. Ветеринарные врачи занимаются профилактикой и лечением различных заболеваний.
Лыжный сезон в Инте уже стартовал. Готова ли трасса и работает ли прокат лыж? Я дорогим нашим интинцам хочу сказать о том, что у нас 15 числа стартовал лыжный сезон, то есть у нас начинает работать лыжная трасса, пока дистанция до 1,8 километра, потому что 1 километр и 3 пока еще болото, они не совсем подмерзли. Я думаю, что в декабре месяце уже полностью будут работать и 1-километровая трасса, и 3-километровая, а пока будем кататься до первого КП на 1,8. Прокат лыж уже работает. Интинцы могут прийти, получить лыжи на Гагарина 2 на лыжной базе. То есть свободно, спокойно. Режим работы получается со среды по пятницу с часу до 20, суббота, воскресенье с 9 до 20. При минус 20 прокат не работает, потому что это холодная температура, и для хождения на лыжах оно не совсем комфортно. То есть интинцы могут обморозить руки, ноги, поэтому для того, чтобы не было никаких таких вот моментов, прокат лыж не работает у нас. Когда в Инте пройдет межрегиональный турнир по боксу? Конец ноября – это время традиционного, ставшего уже для Инты, спортивного соревнования межрегионального турнира по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Пройдет это мероприятие с 22 по 24 ноября. К нам приезжают все города и районы Республики Коми. Приезжает Ямало-Ненецкий автономный округ, это Мужи, Харп, Салихард. Приезжают также спортсмены из Архангельской области, Котлас, Вельск. И присоединятся в этом году спортсмены из города Чебоксары. Всего планируется у нас участие порядка 180 спортсменов, 150 – это приезжие, и порядка 40 спортсменов – это наши интинцы. Уверена, что это мероприятие будет грандиозным по своему масштабу, организации, зрелищности. Приглашаю всех любителей этого по-настоящему мужского вида спорта 22 ноября спортивная школа «Юность», спортивный зал в 16 часов на открытие соревнований. После него состоятся у нас предварительные бои. На следующий день, 23 ноября, в 14 часов начнутся полуфинальные бои. И 24 числа в 11 часов приглашаю всех любителей, еще раз подчеркну, этого вида спорта поболеть за наших финалистов. Здравствуйте, я бы хотела узнать информацию, касающуюся расселения жителей поселка Западный. Что в планах? По слухам, уже несколько домов расселили. Хотелось бы подробную и достоверную информацию по этому вопросу. Будет или нет дальнейшее расселение и сроки в отношении дома Геологическая 1. Здравствуйте! В 2025 году планируется обследование по нескольким домам на предмет аварийности. По результатам обследования будет принято решение межведомственной комиссии. Дом 1 по улице Геологической есть в списке многоквартирных домов, заявленных на обследование. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!